Летели в город Москву с гуманитарным грузом для наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. В Москве нас встретили наши земляки. Есть там хорошие ребята, которые занимаются бизнесом. Они даже нам выделили один грузовик. У нас груз был килограммов 200 где-то, чуть больше, наверное. И это все поездом в купе не поместится. И они вошли в наше положение, выделили машину. И мы из Москвы на 2 машинах выехали в Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону тоже встретили ребят-волонтеров, которые сразу сделали нам логистику, куда ехать, куда адрес дали, уже там в зоне боевых операций, где собирает всю гуманитарную помощь со всей республики. Там волонтеры с других районов есть, которые все это собирают и адресные даже посылки передают нашим ребятам. Утром выехали на 3 машинах. Еще тут надо сказать, предприниматели села Ой на свои деньги купили машину джип Hilux. Это как бы подарок нашим ребятам, которые находятся в зоне боевых действий. Так получилось, что собралось очень много ребят, где-то человек 30. Они больше, чем гуманитарная помощь, обрадовались нам. Вот, вы нас не забываете, спасибо. Ехали через город Мариуполь. Это страшная картина. В самом центре нет ни одного целого дома. В пригороде еще остались частный сектор. Ну, картина, конечно, ужасающая. Так, по Запорожью еще в 2 населенных пунктах побывали, встретили ребята очень довольные. Надо, наверное, особо отметить население нашего района. Кто сколько мог, чем помог, все помогли. Тут опять же я сравниваю с Великой Отечественной войной, когда был клич «Все для фронта, все для победы». Это сейчас тоже актуально. Очень много проверок постов, блокпостов, на которых военные спрашивали, кто, зачем, куда. И когда они узнали, что мы из Якутии, все, поголовно все были, мне было это очень приятно слышать. Вы, якуты, народ Саха, вообще в авторитете. Там очень ценят наших ребят, благодарят. Ну и то, что гуманитарная помощь, как они сами говорят, эти ребята с других регионов больше всех часто вот проезжают, говорят они, гуманитарная помощь. Вообще ваша республика молодцы, говорят. Но мне было очень приятно, особенно приятно, что они хвалили наших ребят. Это они молодцы, такие молодцы, говорят. Подготовленные люди только могут так. Из числа добровольцев, даже мобилизованных, есть, я встретил пару раз, даже когда отец с сыном там на спецоперации находятся. Но это, наверное, так и должно быть, потому что когда призывают твоего сына, если тебе позволяет здоровье и все остальное, отцы тоже вместе с сыновьями уходят на спецоперацию. Ну, лично я очень хотел туда съездить, увидеть своими глазами. Вот съездил, и можно сказать, конечно, кто там находится, кто там побывал, вот
Пишут, говорят же, кто там побывал, едут обратно 70%. Но лично мое мнение, вот сижу я здесь, и даже немножко совестно становится. Там ребята воюют. Конечно, там трудности есть, но ребята наши, боевой дух очень высокий. Пацаны молодцы вообще. Есть, конечно, тут, которые не хотят, но лично я, допустим, будь я молодой, наверное, поехал бы в зону боевых действий. Даже вот так, сидя здесь, стыдно становится. Они же не за нас же воюют, чтобы мы так мирно жили. Вот такое чувство появляется.